Если понаблюдать за передвижением транспорта по автомагистралям республики, можно заметить, что в глаза сразу бросаются явные нарушители, причем не только правил дорожного движения. Особенно это касается больших грузных машин. КАМАЗ, груженный сыпучей смесью, едет по улице, рассыпая по дороге его содержимое. Разве это не нарушение? Или щебень и камни, слетающие из кузова при большой скорости и попадающие в лобовое стекло рядом следующего автомобиля. Тоже, казалось бы, действие, не оправдывающее его исполнителя. Однако практически все грузовики передвигаются сегодня по трассам с нарушением правил перевозки сыпучих грузов. В связи с неоднократным обращением жителей Республики Ингушетия с жалобами на грузовой транспорт, перевозящий сыпучие материалы, сегодня Комитетом Республики Ингушетия по экологии и природным ресурсам совместно с ГИБДД МВД по Республике Ингушетия проводится республиканская акция «Сыпучий груз». Целью данной акции является исключение нарушения соблюдения установленного законодательством норм и правил перевозки сыпучих материалов. О том, что, к примеру, песок, зерно, керамзит и щебень при перевозке в открытом кузове нужно накрывать специальным покрытием или брезентом, не знать водители не могут. Как и то, что при транспортировке поверхность груза не должна выступать за верхние края бортов подвижного состава. Однако эти правила мало кто соблюдает, за что их приходится штрафовать. В соответствии с КоАП Российской Федерации на физическое лицо налагается штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Сыпучий материал, он рассыпается, он загрязняет асфальт, повреждает машины, идущие, покраска, стекла, фары ломаются, бьются из-за этих сыпучих материалов. Ну а сегодня в ходе акции водители грузового транспорта предупреждали об ответственности за нарушение правил перевозки сыпучих материалов и раздавали информационные буклеты. Акция прошла в районе постов Волга-15, Волга-14 и 16. Завтра подобные мероприятия представители Комитета по экологии и природным ресурсам проведут в Молгобекском и Сунжинском районах. И до конца года они будут повторяться ежеквартально. Мадина Жанхотова, Ахмед Смурдиев, Мадина Мардиева, Вести Ингушетия.